5 лет я была вне швейного бизнеса. Это было просто сильная усталость, оказывается. Сейчас модно говорить выгорание, но это была дикая усталость, потому что производить, быть дизайнером, еще и продавцом, а еще и рожать 4 детей, и быть хорошей гелинкой, быть хорошей женой, это очень тяжело, оказывается, на самом деле. Для меня было ценно не только вот вас видеть, а рядом с вами девочку, подростка, которая была рядом с мамой и была полноценной участницей моего бизнес-завтрака и абсолютно все, которое понимала о бизнесе. Что такое деньги, а для чего они нужны тебе? И в целом, как зарабатывать? Просто получать огромное удовольствие. Всевышний Аллах дает, тебе дает. Да, все время хочу что-то тебе сшить. Потому что благодарный клиент — это лучший клиент. На самом деле, когда вот действительно благодарный, да, я готовлю тебе свой образ на наш показ Буйруса. Я при всех это обещаю. Еще раз тебя хочу удивить. Спасибо. Кыргызстан Айымдары — это сообщество непростых женщин, лидеров, у которых есть свое мнение. Мы образовали такой клуб, где есть и предпринимательницы, и коучи, есть наставники по разным направлениям. И хочется познакомить вас с прекрасными женщинами. Кыргызстан Айымдары — это сообщество женщин, сообщество непростых женщин, а лидеров, у которых есть свое мнение. Мы здесь образовали такой клуб, где есть и предпринимательницы, есть коучи, есть наставники по разным направлениям. И хочется на 2 языках, на нашем кыргызском и на русском, через данное видео, через наш круглый стол познакомить вас с прекрасными женщинами, которые меня окружают, которых я окружаю в последнее время. Напротив меня сидит Нургуль Асаналиева, женщина с большой буквы, а самое главное, моя сестра по духу и единомышленница. Спасибо. Мы с вами, наверное, соприкоснулись в одном таком деле, скажу, где поднимаем флаг Кыргызстана, патриотизм, коучинг и вера, искусство, вера. Ну, расскажите о себе. Спасибо, Анжелика, за такое представление. Ассаламу алейкум всем. Меня зовут Нургуль Асаналиева. Да, я являюсь кем только я не являюсь. Так получается, что жизнь, в течение определенного времени появляется очень много знаний, сопровождение с мудростью, да, слава Богу. Вот, я являюсь мамой, женой, предпринимательницей, наставником на сегодняшний день. Почему наставница? Я сейчас иду на эту тему для того, чтобы я поняла. Поняла то, что столько накопленный опыт, знания я решила уже начать передавать. Передавать именно женщинам. Моя аудитория — это только женщины. Потому что я верю, что женское предпринимательство и в целом женщина, мудрая, умная женщина, она осчастливит всю семью, своих близких. Поэтому она должна развиваться, обучаться, стремиться. Ну и по исламу тоже, да, есть такое, что сунна — делиться своими знаниями. Аллах дает каждому из нас определенные знания, которые мы должны получать, не лениться, развиваться, обучаться и, соответственно, потом это все передавать. Вот. И я могу продолжать? Да, мы абсолютно с вами согласны. Да. Ну, когда я вас впервые увидела, это был мой бизнес-завтрак, куда вы пришли со своей дочерью. Знаете, для меня было ценно не только вот вас видеть, а рядом с вами девочку, подростка, которая
была рядом с мамой и была полноценной участницей моего бизнес-завтрака и абсолютно все, которое понимала о бизнесе. Здесь, наверное, будет еще и речь идти о воспитании детей. Можете рассказать о семье, сколько у вас детей? Я знаю, вы прекрасная супруга. Да, спасибо. Да, у меня 3 дочери. Как у вас, Анжелика? Да. И они, по-моему, одного возраста. Услышать. Одного возраста. Да. Я следила, в принципе, вот когда у вас рождение дочерей, и у меня тоже. Параллельно. Да, все параллельно, да? да. Единственное, что у меня еще старший есть сын. Да. Прекрасный сын, которым тоже я горжусь. Он получает свое высшее образование, он тоже бизнесмен. И что я поняла, вот я имею 2 высших образования, но они видели, что я не пошла по образованиям. Я как журналист, международные отношения, я выпускница дипломатической академии, проходила различные практики в консульствах и так далее. Но, несмотря на это, я пошла в бизнес. Наверное, опять-таки, я не знаю, родители врачи. Это интеллигенция, это медицина и так далее. Но да, госслужащие. Но так получилось, что я ухожу, как, вы знаете, наверное, с детства. Я любила с детства одевать своих подруг. У мамы все ее вещи, значит, все там портила и на своих подруг одевала. В общем, это была какая-то вот, ну, наверное, это все-таки детская какая-то мечта, которая в итоге я по взрослению начала это осуществлять. И это превращается в любимый бизнес. Почему я много-много лет в этом бизнесе? Потому что мне дико нравится. Нравится именно создавать одежду. Мне нравится, когда все вау, там вот красиво выглядят и так далее. Но так получилось, что я перешла на оптовый бизнес, да? И в честь своей старшей дочери называю Ademi Fashion. Ademi Fashion 16 лет существовал как бренд, но, к сожалению, на тот момент мы не понимали, что этот бренд нужно было раскачивать и у нас в Кыргызстане. Поэтому в Кыргызстане хоть как говори, они не знают этот бренд, но он был очень любимый за страной, да, то есть за границей. Это ближнее, дальнее зарубежье, в принципе, мы были известны. В России? Вот, в России, Казахстан, не только в СНГ, но и мы даже ездили в Индию тоже с нашими коллекциями и так далее. Вот, но после этого идет ребрендинг, то есть я прихожу в ислам, и у меня полностью Ademi Fashion уходит в прошлое, и у меня сейчас свой бренд, Нураса называется. Вот. А по поводу дочек воспитания, вы знаете, что я точно поняла? Они знают, куда хотят, они знают, что будут делать, глядя, наверное, все-таки на маму. Как ни крути, чтобы... И вы знаете, я такой человек, я очень мало говорю дома. Я не говорю, сделай то или вот так, а потом вот так вот. Это вот, наверное, у меня это от папы. Ну и мама тоже у меня такая. И они просто смотрят, они просто видят, какая мама. Она читает намаз, они тоже начинают читать намаз. Они как-то очень скромны в одежде. Это все вот оказывается, их не надо, в принципе, учить за ручку. Живой да, пример. это просто живой пример на самом деле. Ну, у нас папа, муж мой, любит немножечко им там какое-то воспитание, вот ты ничего не говоришь, но это тоже вот, какое-то такое разделение. Ну, не вечно же, чтобы оба родители что-то все время говорили, да? Вот. А в целом, ну и сын тоже, сын учится, наверное, тоже у отца. Они вот все у них даже в одном направлении, их бизнес и так далее, да? Вот. И я думаю, еще раз хочу сказать, что в первую очередь воспитывать себя. Здесь не надо никого воспитывать, не надо там что-то, кому-то что-то. Все вот в первую очередь себя. Начинать с себя, я это точно поняла. Вот. Конечно, не зря говорится, что одна семья — это и есть одно большое государство. Да, да. Потому что иногда бывает, некоторые, ну вот, за соседним, да, столом даже умничают, говорят о политике, говорят о таких мегаглобальных вещах. Так и хочется подойти, сказать: тук-тук-тук, подождите, да? А давайте там чуть-чуть, ну, как бы, да. Больше внимания уделять своей семье, своему окружению, своим близким и родным. Да. Потому что даже глядя на
своих детей на своих родственников, ты, не имея никакого авторитета, хочешь быть авторитетным в стране. Да. В первую очередь нужно начинать, мне кажется, с семьи, с себя, как вы сказали. Ну вот у меня вопрос обратно же возвращается к тому бизнес-завтраку нашему. Так она пригласила, или все же вы пригласили свою дочку, и вот вы единственная участница были, которая пришла с дочкой. И вы мне подарили тогда очень красивый наряд. Это чья была идея? Может быть, все-таки за личным брендом Нурасы есть и вот, ваши ангелочки, девочки, которые, может быть, подсказали, давайте к Анжелике Кайратовне сходим там на бизнес-завтрак, подарим ей. Чья была идея? Все-таки подача была моя. Ваша? Да. Я следила, я когда покрылась, я тогда подписалась на тебя в Инстаграме уже, потому что ты для меня очень была... Вот именно после того, когда ты покрылась, какой-то, вот знаете, это было... Я тогда еще не покрытая была, но мне нравился весь твой вот образ, да, вот действительно, я думаю, неужели могут быть мусульманки такими красивыми, одновременно модными? Вот это как это называется? Ну, это была мощная мотивация для меня, честно. Кроме того, что я у своей наставницы получала знания, как раз, конечно, вот этот Навс, наверное, Назгуль расскажет еще об этом, да? О том, что вот наш навс — это вот эти почемучки, почему я должна покрывать голову. И здесь у меня через наставничество я узнаю, почему, а как это можно сделать? Это была ты, Анжелика. Теория вот, с практикой. Теория с практикой, наглядно, визуально. Покрылась. Да, вот честное слово. Да. После этого только. А до этого я, честно говоря, Анжелика, я не очень слежу за творчеством людей, вообще, как они, что они. Мне это никогда не интересовало, да, по сути. Тем более личная жизнь. Личная жизнь, да, вот, ну, я из тех, вот, как бы, и ну, это меня очень сильно вдохновило, и думаю, вау, так красиво, так можно еще депче. И вот вы прилетели в Анталию, получается, и прям и вижу я это вживую, какая красотка, да. В Анталии. Такой концерт, Анжелика, вы устроили, да. Сколько там кыргызок, это реально, они действительно скучают по кыргызскому. Организовали, да, стали еще спонсором, еще оплатили аренду зала. Да, и вы поэтому что? Вообще же билеты не продавались? Нет, не продавались. Это было для наших соотечественников. Да, вот, это была целая огромная толпа, Анжелика, да. И такой шикарный концерт. И вот тогда я полюбила, и думаю, вау, короче говоря, то есть воочию уже увидела. Да. То есть это, да. И по поводу нашего бизнес-завтрака, встречи, да, это больше моя подача, потому что девочки мои тоже не следят особо, как бы, да. Вот, я говорю, есть такая, ну-ка, мам, кто, ну вот так вот. А давайте тогда ей что-нибудь подарим, да, это уже была подача моей Адеми, она как-то вот, ну, вы заметили, наверное, любит делать подарки, но это как бы есть у нее все какой-то момент, для чего и почему, но в то же время она делает все от души. И вот эту картину, которую она написала, это она прям ночами, днями не спала и готовилась. Это была большая работа, я скажу. Она только учится, но ее первые картины она так убрала, так для Анжелики Эйджи я сделала по-другому. Да, я думала, это будет картина, открываю, unpacking, а там автомобиль Lamborghini, прям игрушечная машина, она приклеила на картинке, и она вот красками еще сверху еще нарисована. Ну, в общем, видно, что эксклюзивная такая работа. Там основа, там лак, да. Там покрытие, там вот эту букву сидит, и прям каждую кисточку знали бы, прям вот это сутками. Вот это, наверное, неделю, да? Она это все. Она такая перфекционист. И вот эти машины, она здесь их не продаются, да. Это спецзаказ был специально, вот она это заказала. Я теперь хочу собрать все автомобили, которые были у меня в гараже и будут. Круто. Я хочу примерно где-то таких картин 30 штук заказать, можно? Можно. Она вообще, она готова. Целую стену в кабинете прям посвятить моим авто, потому что я очень сильный автолюбитель. Супер, вот. Я говорю, подожди, Анжелика, девушка, и там, я понимаю, там машина, она любит машину, но не даже такой же степени, доча, мам, посмотрите, ей понравится, депче, она вот так вот очень он очень продумала этот момент, упаковку. Я увидела, знаете, поддержку мощную, вот нас Гуледжи и подправляет платок
фотографировать маму мобилографом одновременно, она там и работала для мамы. Самая главная поддержка, оказывается, это твоих близких, особенно твоих детей, потому что они являются нашими главными мотиваторами. Я не знаю, если бы не было бы моих 3 принцесс, я, может быть, опустила бы руки когда-то и просто, наверное, занималась бы каким-нибудь обычным стандартным делом. Из-за того, что были мечты, которых я не смогла, может быть, достигнуть, хотела, чтобы у них все получилось, и я вот просто начала накладывать асфальт на будущее. И здесь все мы мамы, в статусе мамы все, и мы здесь не просто так собрались сегодня за одним столом, мы будем сегодня говорить о воспитании детей, особенно я безгранично люблю слушать Назгуль Сулайман, нашу любимую сестру. Как раз таки можете подождать недельку, через неделю мы выложим на наш же этот YouTube-канал нашу беседу с Назгуль Сулайман. Ну и в продолжение давайте вернемся к вашей презентации, бизнес-презентации. Вы на данный момент являетесь и дипломатом, коучем, и человеком, который продвигает Made in Кыргызстан за пределами более уже 20 лет, твердо можно сказать. Да. Но у меня все-таки остается один единственный вопрос. Почему Адеми? Нураса, почему? В чем там название? Вот вы просто сказали там слово такое, да, после принятия ислама или после того, как покрылась, я решила поменять название. Почему? Можно же ввести и 2 бренда одновременно. Вот я, например, хотела бы видеть все-таки Адеми сейчас на нашем рынке, потому что Адеми Ост, какой год получается? 2015, может быть, да? 16 год. Когда вы начинали? Адеми 2007. Она родилась в 2007. Адеми Ост 2007 хочется видеть. Вот пусть Адеми живет и будет, пожалуйста. А Нураса пусть это будет совсем новой компанией, вашим вторым ребенком, да. И Нураса Групп, Нураса шоурумы, ваши вот все вот эти дела, которых я увидела, это вот мы сейчас покажем, да, приложим. 20 июля, кстати, пройдет показ внутри шоурума. Приходите, приглашаем всех, станете свидетелями крутой коллекции, где вы можете на месте же приобрести, как я это делаю. Я прям с цеха забираю у Нургаим все ее троечки, костюмы, и с удовольствием ношу за пределами нашей страны, с гордо поднятой головой Made in Кыргызстан. А знаете, я хочу, чтобы еще на байках прям этикетку снаружи вы пришили. Была такая коллекция у Дольче Габбаны, где этикетки просто они вот так висели специально, их нельзя было отрезать. И там полностью описание было состава ткани. Я так и хотела бы носить ваши абайки, рубашки, вот здесь, чтобы лейбл, он висел, торчал, и Made in Кыргызстан было видно. Все, идея, классная идея. По поводу изменения названия бренда, дело в том, что я как производитель с 97-го года, поэтому у нас там написано везде since 97-й год. Ну, почему английские буквы? Это все у меня дизайнер Адеми сама, потому что мы сейчас выступаем на международных рынках тоже. Вот, поэтому чаще у нас сейчас английские буквы пошли. Вот, и очень много каталогов, сейчас все будет только на английском языке, да. Ну, Кыргызстан, я думаю, что он и нас и так понимает, но мы должны на другом языке тоже. Вот, и 97-го года, получается, я производитель различных видов одежды, это мужские костюмы, мужские брюки, и очень долгое время мы работали, это основатель была моя мама, одна из первых производителей Кыргызстана, что вы понимали, тогда швейной машинки понятия не было у нас в Кыргызстане. Она привезла из России, на тот момент, помните, развал Советского Союза, и вот эти фабрики, швейные фабрики распродавались. И она огромной фурой привозит их старые вот эти машинки российские. 93-94 это года. Было нечто. Это тогда много чего не было, а я тогда только студентка, поступила в МУК, Международный университет, и учусь, и маме помогаю. Поэтому Адеми, она наподобие меня, да, то есть меня похожа на меня. Я помогаю и учусь на отлично, стараюсь закончить на красный диплом.
Но так получается, что я немножко меняю там моменты, мы огромное берем помещение, здание, спортзал, и, в общем, там очень много было швей, 100 с чем-то швей, и мне 20 лет, я почему-то методом тыка учусь, как им раздавать зарплату, как вот эти все моменты считать, отчеты давать. Это просто было методом тыка. Не было наставников, не было кто вот это поведет, расскажет, где этикетки, это все. А потом была прибыль? Прибыль была хорошая. Прибыль была хорошая. Мы в действительности, мы коттедж построили на Иссык-Куле, большой дом родителям там это, ну как бы в целом, да, потому что они же у меня просто врачи. Нет, конкуренты были всегда. Да, тогда как раз-таки с мужскими были конкуренты. Но эти конкуренты потом стали нашими партнерами. Потому что мы не успевали, и пришлось уже их тоже пригласить как партнеры для производства одежды. Адеми по пошиву классических костюмов? Адеми нет. В тот момент у нас название было «Магнат». Магнат. Да. А потом уже Адеми в Fashion 2007 году я уже отделяюсь от мужского и создаю женскую линию. А женская линия у меня началась, это ручная работа, бисер, это столько бисерщиц у меня сидели и так далее. Это уже было вечерние платья. И они пышные, короткие. Я почему, когда вот покрылась, и вот эти короткие я превращаю сейчас просто в длинные. Вот. И плюс Адеми говорит: мам, давайте вы уже свою премиальную нормальную линию открывайте. Депи, это она выпросила меня поменять название на Нур Аса. А вот Аса — это просто фамилия наша, Асаналиевы, и они любят вот использовать везде Аса. Аса, номер машины Аса, там такие моменты Аса они любят. Вот. А так там ничего такого прям замудренного нету в этом названии. А у Адеми есть желание продолжить вашу деятельность? По одежде нет, я думаю, что нет. У нее что-то другое. И она идет на больше вот как в виде картин, дизайнерства и все такое. Но она до сих пор мне помогает, очень помогает. Все вот эти каталоги, которые мы повезли, это все ее работа, презентации. И да, она во всех. И она слишком вот этот стиль, вот все вот это вот у нее сдержано, да, вот как бы вот так вот. Адеми, она вот от одежды немножко. Хотя я думала, что она будет именно дизайнером одежды. Ну, значит, будет, может быть, Адеми Арт. Или в будущем ее дети продолжат в честь имя матери. Адеми 2007 плюс Адеми 2037, 47, 57. Да пусть там бесконечно будет продолжаться. Да. И, конечно, этот бизнес поддерживает мой муж. Да. Он у меня юрист нашей компании. Все через Самый него. Главный человек. Это главный человек, потому что я такой очень доверчивый человек. Я могу всем и всюду, везде. Очень много меня там. Мы с вами уже работали. С мужем это все намного это серьезнее. У него все контракты, договора, все это через него. Он очень сильный адвокат считается. А у меня сын, вот полностью начало этого бизнеса Assa Group, который создался год назад, инвестиции было от моего сына. Поэтому я тоже ему очень благодарна, потому что он, несмотря на то, что у него как бы там бизнес и все такое, он мне выделил большую сумму денег, чтобы: мама, вы начинаете свой бизнес. А почему все ребрендинг получился? Потому что я 5 лет взяла паузу. 5 лет я была вне швейного бизнеса. Это было просто сильная усталость, оказывается. Сейчас модно говорить выгорание, но это была дикая усталость, потому что производить, быть дизайнером, еще и продавцом, а еще и рожать 4 детей, и быть хорошей гелинкой, быть хорошей женой, это очень тяжело, оказывается, на самом деле. Это было действительно тяжело. Так что вспоминаешь. Кому-то тяжело, а кому-то это все удается в кайф, удавалось, 20 лет удавалось. 20 лет. И я так рада, что по милости Всевышнего были такие хорошие женщины, которые сказали: несмотря ни на что, рожай. Да. Рожай. У тебя... Нас глядя, наверное, сейчас скажете: да, это все в радость должно быть. От этого надо просто получать огромное удовольствие. Всевышний Аллах дает тебе, дает и детей. Конечно. И знаете, вот каждый раз, когда вот начинают молодые мамочки на эту тему разговаривать, я говорю: стоп. У меня есть наставница
ну, с которой я очень много общаюсь, и она говорит, дети нам пришли в нашу жизнь не для того, чтобы мы с ними мучились, говорю, а чтобы мы не сошли с ума, Всевышний Аллах дал нам этих детей, чтобы они нас выгуливали на улице, говорю. Я так запомнила ваши слова. Да. И в действительности, благодаря именно вот детям, наверное, да, заботе, вы отдохнули 5 лет. Отдохнула. Вы не болели, не были прикованы к кровати. Я отдохнула по полной программе, чтобы вы понимали. То есть это было, просто я имею в виду, это некий момент усталость, а потом, когда у меня 4-ю я уже родила, вот тогда я почувствовала, да я же мама, наконец-то. Да, вот мне кажется, все-таки правильно будет, если мы сюда используем слово «пауза». Да? Пауза была. Пауза от карьеры. То есть женщина должна уметь еще нажимать на эту кнопочку, вот. Да. Потом обратно в таком же, я не знаю, темпе вы сейчас продолжаете даже в 2 раза. Даже лучше, с большой энергией, силой и с мудростью, уже по-другому, уже более профессиональнее. Мы же еще год в Анталии прожили. Это реально просто тупо берешь все, оставляешь. А жизнь за границей это с нуля. Это вообще по-другому. Да. Всё. Немножко страшно, и в то же время прикольно. Да, экстрим некий, да, экстрим был, да. Я тоже в прошлом году, как после переезда, покупаешь ложечки, ну, вначале же ты все равно покупаешь подешевле, прайс смотришь. Когда ты в Бишкеке, имея большой особняк, ты уже начинаешь смотреть на премиум класса качества, да, посуду, ложечки, а когда жизнь начинается за границей, ты все равно покупаешь, оказывается, подешевле что-то, только жизнь начинается, там однокомнатная квартира, подушку такая купила, с таким большим огромным счастьем возвращаешься в квартиру, да, и эти чувства, оказывается, тоже должны быть, это называется перезагрузка или апгрейд на... Ну, полная трансформация, я не знаю. Перезагрузка. Полностью, да, трансформация мощная. Да. И я пришла сюда, конечно, больше хочу рассказать как наставница, то есть у меня такой авторский подход, как я планирую быть наставником, почему? Потому что это будет более, знаете, какой? Он разносторонний. То есть у меня такой подход от здоровья, потому что я сертифицированный нутрициолог, да, я заканчивала американскую академию онлайн, правда, но это было очень такое серьезное обучение. То есть я хочу подойти... Женщины в Кыргызстане. Да, спасибо. Я хочу подойти просто, начиная от физического здоровья. Я все-таки дочка врачей, и это у меня осталось, да, вот лечить людей, да? Да. Именно физически. Это очень важный момент, когда есть огромный дефицит в каких-либо витаминах, минералов, то тогда у человека действительно идет некая нет энергии. Это тоже от физического состояния больше. Психологическое — это уже потом дополнение, но больше физическое. Вот эта нервозность, вот эта усталость, вот эти моменты. То есть я хочу подойти как нутрициолог, хочу подойти с правильным питанием, образом жизни, с духовной части тоже, потому что я прошла индивидуальное наставничество у сильного исламского психолога. Вот, у меня есть сертификат тоже. Плюс еще хочу подойти как коуч, потому что здесь есть моменты работа со страхами, да, с вот этим неуверенностью и так далее. То есть это стараюсь это убрать, это тоже психологический момент. И 4-й — это, наверное, как предприниматель, что такое деньги, а для чего они нужны тебе, и в целом как зарабатывать, как быть, работать со своими целями. Вот. То есть у меня вот такой комплексный подход, и это такой мой авторский курс будет, наставничество такое. Когда? Вот. Вопрос. Я думаю, что да, уже смело уже можно начинать. Сентябрь? В сентябре у нас будет целая школа открываться, коучинговая школа. Это очень серьезная коучинговая школа. Да. Возможно, даже мы в августе. Да, в августе. Ну, просто сейчас очень много проектов. Вот буквально скоро меня тоже пригласили с официальным визитом в Душанбе. Президент тоже будет, и я тоже туда полечу. Вот. И то есть вот очень много поездок сейчас планируется, и поэтому немножко разрываюсь вот, в плане того, что немножко не успеваю. Но в целом я поведу своих учениц, кто придет ко мне в наставничество. Я обязательно выделю время. Скоро я получаю официально сертификат ментора.
То есть я обучилась на ментора тоже. Вот, то есть я поняла, как это вести. Опять-таки, женщина должна очень сильно захотеть идти вперед со мной. Это я вот так вот за ручку сильно тянуть не буду. Это должно быть огромное желание от человека в любом случае. Вот, и смотивируем, поможем. Поможем, как коуч, я постараюсь смотивировать. Мы за такое короткое время вас смогли раскрыть, узнали даже, да, больше. Мы с вами дружим уже сколько, но никогда не удавалось прямо так вот сесть, поговорить и услышать о ваших планах. Это интервью, это беседа для всех, не только женщин. И многие хотят вступить в наше сообщество, да, Кыргызстана Аюмдары, но думают, чем они там занимаются, какие там женщины, какие там эксперты. Сейчас же очень много стало же разных экспертов, которые могут послушать несколько подкастов и уже из себя, да, представлять уже специалиста. Так вот, хочется напрямую, да, направить человеку, у которого есть действительно образование, опыт огромный в сфере экспорта, импорта тоже будет уже. Экспорт уже, вот недавно вы вернулись с большого экспо 2025 из Москвы, и радостные были новости о том, что Made in Кыргызстан показывает очень хорошую статистику по качеству, по работе с партнерами. На Вайлберсе тоже мы же уже, да, на ступенечке. Мы уже на очень серьезном уровне мы. Да. И не только, если вы, я перебила, да? Это беседа мы можем перебивать. Буквально недавно мы сделали первую отправку в Америку, представляете, штат Нью-Джерси, да, и это было, на сумму около $6000, но это была пробная партия. Никогда до этого опыта не было вот вообще в целом, что такое карго, что такое в Америку, и как это все это получилось. Всегда что-то должно начинаться с чего-то. Да. С малого. До этого отправляли мы в Дубай, да, вот в Индию, да. Это, представляете, вот наш товар, наша продукция куда-то туда, где этого всего добра как бы хватает, но оказывается мы интересны даже там. Это очень круто для нас. Это почему? Потому что мы стали выходить на международные рынки. Если бы выходили бы пораньше, нас бы уже давно бы приметили бы, да? Но мы только-только. Но это, опять-таки хорошо, что государство начало помогать нам. Есть такая специальная вот Кыргызэкспорт, которые прям вот эти все... и торгово-промышленная палата, они прям очень помогают. Да. Вот. И заказы уже начинают поступать. Прекрасно. Нургуль Саналиева является лидером, сестрой внутри сообщества, которое дает абсолютно на безвозмездной основе обучение. Мы помогаем всем стартаперам, помогаем женщинам, особенно начинающим, да, предпринимательницам, которые с одной машинки начинают дома что-то отшивать, надомницам подсказываем, что шить, откуда брать заказы. И, конечно же, акцентируем на качество, потому что если качество будет хромать, сори, я не смогу вам уже в последующем делать заказы. Можно я воспользуюсь моментом? Хочу пригласить на показ. Да. На показ это на самом деле закрытый показ, потому что мы хотим так вот, знаете, точечно показать именно показ не той высокой моды, которая там недоступна, нереальна по ценам и так далее. Это будет такие доступными ценами, потому что показ от производителей Кыргызстана, именно от фабрикантов. Мы здесь хотим показать, что Made in Кыргызстан должны рассмотреть и наш рынок, наши девушки, наши люди, наш народ. Мы сами должны одеваться. Мы сами должны. Вот, в любой момент сейчас я только в своем образе, в своем производстве. И слишком много вокруг нас импорта. Импорта с Турции, с Китая.
уважаемые девушки, уважаемые женщины, рассмотрите Made in Кыргызстан. Мы тоже очень интересные, мы тоже красивые, у нас очень сильное качество. Нас любят в любой другой стране, поверьте. Наши вещи даже в Америке уже давно есть, кстати. Многие вот розницу, кто покупает, говорят, мы видим Made in Кыргызстан. То есть мы настолько интересны в других странах, но посмотрите на нас тоже, Кыргызстан, вы тоже, да? Поддержите местное производство, я думаю, что тогда будет и очень много рабочих мест, оплачиваться налоги, увеличиваться зарплата и пенсии у пенсионеров, и у госслужащих. Это только от предпринимательства, поэтому... Нургуляем, я помню, у нас с вами была такая беседа после еще бизнес-завтрака. Это был вообще другой бизнес-завтрак. Это когда мы только начали принимать в членство наше сообщество женщин в бизнесе. И вы такая были в очень красивом пальто, такое двухбортное, красивое. И Нургуляем говорит: Анжелика, вот это вот Made in Кыргызстан. Надо одевать свой пошив, свое производство. Ну, не то, что свое, а своей страны. А я такая Made in Italy, там, да, у меня же сегодня тоже такой Луи Виттон. Я такая: Нургуляем, я бы с удовольствием покупала бы, говорю, но только я не знаю, где наши шоурумы. Говорю, я же по цехам не буду бегать. Наши не умеют, говорю, просто устраивать презентации, не умеют упаковкой заниматься, не умеют работать над брендом. Если только вот чуть-чуть вот настроить бы, говорю, то, чего нам не хватает, мы будем покупать. И я такая пощупала ткань, говорю, ну и пожалуйста, можете премиум качество ткани тоже покупать, потому что наши как привыкли. Чтобы заработать, надо, чтобы себестоимость была подешевле, и ткань, естественно, покупается дешевле. Потом на пошив, ну, пошив у нас недорогой в Кыргызстане по сравнению с другим, с тем же Казахстаном, да? В Казахстане 2 раза дороже. Да. Налоги у нас низкие. Да. И мы хотим очень много сразу заработать. Проблема в этом. Если, допустим, себестоимость пальто стоит 5000 сомов, мы хотим прямо его продать сразу за 8 или за 10. Ну, может быть, надо, даже себестоимость может быть даже на 2,5, по-моему, тысячи сомов. Да. Если ткань была бы премиум качества, то можно было бы вложиться вот в данную одежду. Но наши, в частности, не покупают качественную ткань. Или у нас нету в Кыргызстане. Вот рынок, конечно, Мадина у нас только есть, какие-то магазины в Бишкеке по городу можно. И Ажель, конечно, где метр там $150-200. Но не все это могут позволить. Этому есть объяснение, Анжелика, я хочу сказать. Дело в том, что наши клиенты оптовые, они хотят очень дешево. У них есть проходная цена, например, 500 сомов, какая-нибудь интересная там платье, допустим, 500 сомов, все, ты должен под ключ вложиться. И что тогда наши производители предлагают? Они зарабатывают 20-50 сомов с единицы. Это бизнес. Да, это про оптовый, да. А что касается уже рынка Кыргызстана, где мы можем быть... А рынок Кыргызстанга, как вам сказать, так как нас не очень сильно любят, самопошив ПДЭП, ну на самом деле, это же вначале же как-то пытались наши... Самопошив, а что так, ДЭП, и вот так. И они лучше возьмут Китай или Турцию. В связи с этим, я как производитель с большим опытом, хочу сказать, мы вообще кыргызстанский рынок не рассматривали никогда. Понимаете, мы все время на экспорт, потому что там было действительно мы в огромном количестве, мы количеством брали, зарабатывали только через количество. Представьте, там, если добавляешь 20-50 сомов, это только количеством надо работать. А если ушел или можно было выпустить. Но опять-таки, мы больше подстраиваемся под клиента. Но сейчас Васа Групп, ассортимент огромный, потому что я все-таки поехала, начала покупать, отмечать страницу, спасибо большое, поддерживать нашу Нургуляем, как нашу. Во-первых, мы поддерживаем всех членов нашего сообщества. Среди них не только есть женщины, которые занимаются пошивом, есть среди них и врачи, массажистки, у кого-то есть продуктовый магазин, салон красоты. И есть такое маленькое правило внутри нашего сообщества, чтобы мы пользовались услугами друг друга, ходили друг к другу и поддерживали. И
смотрю сейчас 50%, уже 60%, да, женщин из нашего сообщества одеваются в нураса. Да. Помните, вы в беретках, мы же основной наш ролик снимали в вашей одежде, в классической эксклюзивной. Кейпы, да? Да, кейп с береткой в аэропорту. Как раз таки мы сейчас ставим этот ролик. И недавно тоже в самый важный праздник я попросила вас сшить мне костюм, который по качеству не отличался и был даже лучше, чем у мировых брендов. Спасибо. Выражаю огромную благодарность. Спасибо. Есть чему у вас учиться. Спасибо. Мы хотим у вас учиться, будем учиться. Ну а мы, сестры, будем выполнять свою миссию, будем держаться вместе, идти вперед и просто любить друг друга. Спасибо. Будем продолжать это делать. Спасибо огромное. Самая любимая наша клиентка, которая никогда не поленится сделать видеообзор, снимет ролик. Вот серьезно, не полениться. И столько роликов сделала Анжелика для нашего бренда. Сразу столько подписчиков, столько запросов, только, короче говоря, успевай, да. И за это тоже очень большая благодарность. Я везде и всюду об этом говорю. Вот честное слово, что ваша поддержка, Анжелика, это было очень... всегда стоит того, и мне все время хочется тебе что-то подарить, все время хочу что-то тебе сшить, вот, и потому что благодарный клиент — это лучший клиент, на самом деле, когда вот действительно вот, ну, благодарный, да, вот, и я готовлю тебе свой образ на наш показ Буйруса, я при всех это обещаю, вот, и еще раз тебя хочу удивить. Спасибо. Хочется добавить, что 20 июля ждем всех, где я тоже буду, да, в качестве модели на подиуме в очень классном, крутом образе от Нурасы. Всем пока!